19 ноября в парламент на имя спикера поступило письмо под названием «Обращение Народно-патриотического союза Абхазии, связанное с кризисом системы правоохранительных органов, с подписями всех руководителей подразделений Союза». После констатации фактов авторы обращения пишут: учитывая очевидную бесперспективность дальнейших обращений к президенту страны, генеральному прокурору и министру внутренних дел, мы требуем экстренного созыва внеочередной сессии парламента для дачи оценки описанным событиям и принятия неотложных мер в отношении должностных лиц, несущих персональную ответственность за обострение внутриполитической системы в стране. Только что утром получил подобное письмо от вновь созданной очередной ветеранской организации, такой же просьбой исходить требования. Исходя из этих обращений и положения регламента Народного собрания Республики Абхазия, организовано экстренное внеочередное заседание парламента, на котором мы с вами присутствуем. Мы совещались с депутатами, как вести данное заседание. У нас присутствуют представители Патриотического союза и, кажется, и новоизбранного организации, ветеранской организации. Давайте дадим представителям этих организаций слово. Народно-патриотический союз Абхазии выражает крайнюю озабоченность в связи с формированием в Республике Абхазия острого устойчивого системного кризиса правоохранительной системы. Политические партии и общественные организации неоднократно в своих заявлениях обращали внимание руководства страны на необходимость немедленного реагирования на факты грубого нарушения законодательства Республики Абхазия. Однобокая оценка фактов, фальсификация, голословное обвинение, продиктованные соблазном выполнения политического заказа по представлению неугодных лиц, стали основным методом и инструментом в работе Генеральной прокуратуры. Проводимая руководством страны политика государственного террора, запугивание граждан, разрушение идеологических основ и подмена ценностных ориентиров противоречит самому духу абхазской государственности, неизбежно приведет к крайне негативным последствиям для граждан Абхазии, лишая их перспектив достойного развития. Исходя из вышеизложенного, учитывая очевидную бесперспективность дальнейших обращений к президенту страны, генеральному прокурору и министру внутренних дел, требуем экстренного созыва внеочередной сессии парламента для дачи оценки описанным событиям и принятия неотложных мер в отношении должностных лиц. В связи с этим мы просим всех депутатов осудить, дать оценку происходящих последних событий. Нас это очень сильно беспокоит, граждан Республики Абхазия, также ветеранов. Мы более акцент ставили, первое, это случившаяся ситуация 30 сентября, избиение ветеранов. Это одна из самых таких острых проблем в нашем государстве. Второй вопрос мы ставили недвижимости, что мы имеем право продавать нашей недвижимости государству, что является государственным объектом, что является частным объектом, и имели мы вообще право такой ценой завоеванной нашей недвижимости и самого государства. И мне просто приходит мысль о том, что раз продажа стоит недвижимости, что мы, как государство, ни к чему не состоялись. Есть много вопросов, которые очень сильно нас беспокоят. Энергетика за 30 лет, я думаю, что должно было лучше. Мы к этому мечтали, чтобы в нашем государстве, чтобы было все. И мы обращаемся к вам, депутатам, чтобы в связи с этой ситуацией дать оценку, справедливую оценку, а не выгодную оценку, какую-то одностороннюю. Правда одна. Не бывает, мы в одном живем в Абхазии. Живем в Абхазии, вы народные избранники. И я в том числе могу сказать, что я тоже слуга нашего народа. Любой человек, то ли герой, то ли депутат, то ли глава государства, он должен быть слугой. Власть это наша народная, это вместе с вами. Мы его принесли. Руководящие должности, я так, в принципе, буду вырезать, что глава государства, президента, он
Они приходят, чтобы служить своему народу. Они и уходят современно. Но мы с вами ветераны, и мы с вами депутаты останемся дальше жить. Мы в одной лодке, какая бы она ее ни была, но мы должны передвигаться вперед. Есть полководец, это Гиви Камугуш Агарба, это полководец Владимир Ашба Георгиевич. Мы писали 5 лет тому назад, и мы сейчас недавно писали увековечены их имена, памяти, улицы и бюст. Мы, к сожалению, а чем нам равняться, если наши полководцы, нас не видите? А тем более, если полководцы не видите, кого простому человеку, кому он нужен вообще-то? Да, проблемы есть. Проблемы в каждой сфере. Они носят системный характер. Они родились не сегодня. Не сегодня так все плохо стало. Эти проблемы преследуют нас на протяжении уже многих, можно сказать, десятилетий. Поэтому сегодня хотелось бы обратить ваше внимание вот на что. То, что происходит сегодня в нашей стране, не удовлетворяет никого из вас, из нас здесь сидящих. Ни провластных, ни оппозиционных, ни тем более наш многонациональный народ. Люди хотят жить сегодня в спокойном, некриминальном государстве, где каждый день, к большому сожалению, происходят вещи, которые будоражат общественность, которые заставляют всю нашу общественность, все наше государство держать, мы держимся в неком напряжении. Многомиллионные народы по всему миру сегодня не имеют своего государства. Мечтают о том, чтобы создать свое государство. Нам Всевышний, Божьей помощью и с помощью наших славных ветеранов, мы сегодня имеем то, о чем мечтали. Мы имеем свое государство. И мы с вами не имеем права морального, все вместе взятые, не имеем права морального разрушать наши устои. Наоборот, сегодня каждый день, каждую минуту мы с вами должны укреплять наше государство. Вы понимаете, если мы с вами, в конце концов, оставив свои политические амбиции, не создадим условия и не сделаем так, чтобы в нашем государстве было комфортно жить, то завтрашний день у нас будет очень и очень сложный. У меня есть, конечно, вопросы, которые бы я хотел бы задать именно прокуратуре, потому что остались много вопросов неясности. Мне хотелось бы в соответствии с законом о статусе депутатов, я бы хотел бы задать несколько вопросов и получить на них внятные ответы. Но прежде чем перейти к вопросам, я бы хотел коротко, депутаты парламента уже в курсе, но для общественности, для граждан Абхазии, хотя я давал интервью и на пресс-конференции в Арсмира, но мало кто смотрит интернет-репортажи, естественно, больше просмотров всегда на государственных СМИ. Поэтому я коротко, очень, не занимая вашего долгого внимания, не утомляя, хочу просто напомнить некую хронологию событий, связанные с личным моим участием в инциденте, который произошел 11 ноября 2021 года. Вот именно в этот день вечером 11 ноября, около 8 часов вечера, в социальных сетях анонимными пользователями было распространено видео с моим изображением, сопровождаемое комментариями о якобы моей причастности к производству выстрелов. В пятницу, значит, уже 12 ноября, из репортажа Абхазского государственного телевидения прокурор города, я узнаю информацию, что в отношении меня прокурор города, вот, присутствующий здесь Агумава, заявляет о том, что в отношении меня начата процессуальная проверка, произведены оперативно-розыскные мероприятия по признакам состава преступления. Непонятно, до сегодняшнего дня мне непонятно, по каким признакам, какого преступления непонятного, что я совершил, что мне обвиняют. Фактически установлены все обстоятельства, события, мотивы, личность установлена моя, названа мое имя, фамилия, отчество, что я совершил преступление. Произведены вот такие вот действия, которые, конечно, непосредственно затрагивают мою честь, репутацию.
которую я, конечно, и в судебном порядке готов ее начать, чтобы получить реабилитирующее на то основание. Вы были приглашены в администрацию президента. На вас кто-нибудь воздействовал со стороны президента? Принуждали ли вас к дискредитации меня, депутата, принуждении вас в выступлении и совершении нарушения уголовного процессуального законодательства, закона о статусе депутатов и Конституции Республики Абхазия? В настоящее время, отвечая на ваш вопрос поставленный, единственное, что могу сказать, в администрацию президента я в рабочем порядке прихожу периодически по разным вопросам. И в тот указанный период времени, насколько мне память не изменяет, да, действительно я был, я этот факт не отрицаю, но в рабочем порядке по вопросам, которые касаются непосредственно моей профессиональной деятельности, по тем наболевшим проблемам, которые имеются у нас в прокуратуре города. Много острых вопросов, много острых материалов, но что в этом удивительного, я не могу понять. Я не говорю об удивлении, я не спрашиваю, вы входите в администрацию или не ходите по своим рабочим вопросам. Я вас спрашиваю конкретно, на вас воздействовали в этот день? Может, вечером совершили? В соответствии с законом. Кто-то завоздействовал на вас или нет? В соответствии с законом, в соответствии со статьей 5 закона о прокуратуре, на нас никто не имеет права воздействовать. Независимо Но это от... в соответствии с законом. Я уже напомнил, говорим сейчас о соответствии закона. Подождите. Я отвечу. Нет, Я подождите, являюсь я руководителем вопрос, этого подождите. ведомства. Я И всё, вопрос что задаю происходило в тот прокурору день, города. Вам я бы тоже готов вопрос задам, когда придет время. Можно получить ответ. Он впервые находится в такой Мы не аудитории, допрашиваем. человеку сложно отвечать на такие Минуточку. вопросы. Я задаю вопрос. Вы задаете, Раха, а 2 я как секунды. прокурор... В рамках проведения сессии депутат имеет право Задать обратиться. вопрос, Возьмите, у вас лежит сейчас регламент, и у меня лежит регламент. Давайте не будем. Каха Заурович, не надо давайте перебивать. не подменять наши понятия. И не надо. Адвокаты Я здесь не задаю вызывали конкретный адвокатов. вопрос. Минуточку. Адвокатов сюда не вызывали. Минуточку. Я отвечаю В на рамках Не надо 2 вам секунды. отвечать. Артур Нукзарович, Вам не Артур надо. Я Нукзарович, вам вопрос не Артур задавал. Нукзарович, в рамках депутатского заседания, в чрезвычайной сессии, 2 конкретный секунды. вопрос. Подождите, послушайте, сейчас вам не задавали и слова не давали. Подождите, я не нуждаюсь. Вы только что спросили, что вы только что сказали, что мы были вместе с ним. Минуточку. Вот с учетом того, что Я мы к вам были тоже вместе, задам я вам вопрос. прокомментирую, что происходило в этот день. Артур Нукзарович, в данном конкретном случае, 2 секунды, коллеги. Я же ответил на этот Вот, вопрос. можно я вам скажу? Давайте, я еще раз вас призываю. 2 секунды, позвольте. Нет, Дайте- можно я скажу? Наташа, можно не я? Нет, перебивать? я не могу. Я хочу сказать. Уважаемый Если мы не депутат, знаем, я если прокомментирую мы не знаем, от как начала поступить, и до конца, давайте что поступим по происходило. закону. Вам сейчас, Адгур Нукзарович, мое уважение к вам, я вас очень уважаю, слова не давали. Я вас прошу, Валерий Ремеевич, Я в еще рамках раз, заседания, пожалуйста, мы сейчас спрашиваем прокурора города, и мы им на это право. Пожалуйста, Минуточку. отвечает пусть прокурор. Все, вы Закон, сказали. давайте соблюдать закон. Можно проявить уважение к сессии, к депутатам, к приглашенным. Еще раз. Закон, давайте соблюдать Подождите, закон. не надо кричать. Минуточку, я не нуждаюсь в ничьей коррекции. Я в состоянии сам задать вопрос, его обосновать и с точки зрения закона, с точки зрения регламента, и с точки зрения... Минуточку, Валерий Ремеевич, не корректируйте меня, пожалуйста. Я хочу получить внятный ответ на конкретно поставленный мной вопрос. Еще раз его формулирую. Еще раз. Не в соответствии с законом. Для этого и напомнил я о том, что в соответствии с законом никто не имеет права воздействовать на прокурора с целью принуждения его к совершению незаконных действий. Утром в 9:30, и это, Каха, не допрос, а вопросы. Мы не в следственном органе, не в прокуратуре. Надо все-таки понимать, что мы в парламенте. На вас лично, как на прокурора города, оказывал кто-либо воздействие? Президент, глава администрации, кто-либо другое, какое-то должное нет, лицо. Валерий Владимирович. Не воздерживал, никто не оказывал. Правильно? Все, это точно. Теперь, пожалуйста, тогда в таком случае объясните тогда мне, пожалуйста, какие были мотивы, кто или что вынудил вас, как прокурора города, нарушение... нарушить все основополагающие принципы уголовно-процессуального права,
Конституцию и закон о статусе депутата, выступив на телевидении, оклеветав меня, депутата, используя средства массовой информации, на основании заведомо ложного доноса в отношении меня, не имея никаких материальных, никаких производственных действий процессуальных вы не провели, никаких оперативно-розыскных мероприятий вы не провели, вы даже не удосужились уведомить меня, как депутата парламента, о том, что в отношении меня начата какая-то, не то что произведена, вообще начата проверка. Меня не опросив свидетелей, которые были, вы обязаны, через 10 дней вас пригласить. обязан, А может через месяц. в отношении депутата парламента. Кого и когда приглашать. Я вам И не задавал надо вопрос, не подменять надо понятия. отвечать за прокурора Не надо города. вводить в заблуждение людей. Вы и здесь меня хотите Нет, оклеветать? мы вас не Вы на обвиняем, сессии но клеветать это хотите? следователю решает. Я вас в прошу, какой момент я кого когда вам приглашать задам и вопросы, допрашивать. вы ответите на эти вопросы. Гунзарович, Дайте, пожалуйста, внятный ответ, чем вы мотивировали свои действия. Данная, значит, публикация, данное интервью, которое было озвучено в эфире Абхазского канала, было исключительно базировано на тех материалах первичных, которые поступили в прокуратуру в виде постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности. Это были такие предварительные данные, которые поступили, согласно которым мы дали. Я лично дал Минуточку, короткую дайте человеку, констатацию. я хочу получить ответ от прокурора города. Не Мне перебивайте. в такой форме мне немного тяжело доносить. не, ну да, вы на вот. камеру все Я стране понимаю. сказали. Секундочку, а здесь только Дайте мне депутаты и объяснить. журналисты. Дайте объяснить и ответить. Исключительно короткая констатация событий, которые имела место, но исключительно данные события были отражены в материалах, которые были представлены согласно закону об оперативно-розыскной деятельности. Они несут такой предварительный характер. Ну и было озвучено мною, что начата именно прокурорская проверка. Вы считаете, что вы совершили все в рамках действующего законодательства? Вы поступили правильно? Да, конечно. Теперь я, уважаемый генеральный прокурор, теперь к вам задаю вопрос. Вам было известно о событиях, связанных, вот вы сами говорите о том, что вас пригласили в администрацию президента. Значит, вы знали, в курсе об инциденте, и, наверное, надеюсь, вы были как надзирающий орган за нижестоящими прокурорами. Вы, наверное, были в курсе о выступлении Абхазского, Не то, что был в курсе. Абхазского государственного телевидения. Да, не то, что был в курсе. Этот вопрос согласовывался со мной в Генеральной прокуратуре, прокурором города. Так. В какой форме представить информацию общественности. И точно в той части, в том объеме, в котором она была представлена, я считаю это абсолютно объективным и абсолютно законным. С учетом того, что из Управления внутренних дел в прокуратуру города поступили материалы с рапортом об обнаружении признаков преступления и с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий, из которых усматривалось, что вы, находясь в этом месте, в такое-то время, демонстрировали и держали в руках пистолет, о котором вы, кстати, не заявили, когда давали пресс-конференцию в Арсмира. Заявил. Я Я понимаю, заявил. что вы это тоже умышленно упустили, Конечно, этот факт. конечно, Да. я отвечу. Вы это нам потом уже заявили об этом, когда мы вас пригласили в прокуратуру и продемонстрировали вам съемку видеозаписи. Да. И с учетом вот этих материалов прокурор города имеет абсолютное право на любой стадии проверки, доследственной проверки или в рамках уголовного судопроизводства предоставлять общественности информацию ровно в таком объеме, в каком он считает необходимым и целесообразным. Еще хочу добавить по этому поводу. Никто не говорил, прокурор не утверждал, прокурор на тот момент, когда выступал, он не утверждал, что прокуратура считает, что вы стреляли. Он ровно в точности сказал, что согласно тем сведениям стрелял депутат парламента Агрба. Но это подлежит еще дополнительной проверке, которая у нас до сих пор длится. Минуточку. Теперь у меня в связи с этим вопрос. Во-первых, на пресс-конференции я сказал, что у меня есть владение. я Это не слышала. соответствует действительно то, что вы сейчас заявляете. Это Подождите, я соответствует- уже вас не перебивал, дайте я тебе скажу. Вы не сказали, что вы Минуточку. держали в руках пистолет Минуточку, я и держал в руках имитировали стрельбу. Вы Минуточку. это не сказали, я Минуточку. это смотрел. Я Минуточку. несколько раз пересмотрел ваше Прокурор выступление. города в своем выступлении. Более того, если вы хотите, Вы можете, я вам задал вопрос, послушал ответ. Могу я задать вопрос?
Мы не говорил, прокурор города в своем выступлении в абхазском телевидении не говорил о том, что я там что-то демонстрировал, что я там что-то имитировал. Он конкретно сказал, что я произвел, даже термин такой был. Согласно рапорту. Подождите. 3 пистолетных выстрела. Да. Согласно проведенной процессуальной проверке, Нет. на основании оперативно-розыскной деятельности. Да. Это зафиксировано в видеорепортаже. Вопрос у меня в связи с этим такой. А не как вы представляете, что я имитировал или показывал? Во-первых, вы меня не пригласили в прокуратуру. Мы вас не обязаны приглашать. Я не обязан был вообще вы когда Вы считаем можете необходимым, задать вот вопрос. вы говорите, вводите людей в заблуждение. Я вас очень прошу, предоставьте мне возможность сформулировать четко вопрос, для того, чтобы я получил четкий ответ. Вопрос Не в такой. этом суть. Минуточку, можно не перебивать? Прокуратура, Это говорит заявляя можно конкретно посмотреть, об что установлении угодно. личности и факта, Да. на основании, как я считаю, это мое субъективное мнение, на основании заведомо ложного доноса. Вы считаете, что совершили правильные действия в соответствии с законом, не обязаны были проводить исследования вопроса, опросить меня, провести оценку полученной информации, хотя в соответствии с УПК вы обязаны были это сделать. Если бы вам сообщили бы, что депутат Агрба совершил особо тяжкое преступление в здании парламента, привел ребенка и его заживо съел, вы тоже бы не проверили и заявили о том, что это произошло? Как вы заявили о том, что я совершил преступление? Вы то же самое сделали бы? И еще один вопрос, минуточку. Одна ситуация я на задаю другую не вопрос, похожа. дайте я сформулирую. И второй вопрос. Как это вы говорите, что вы меня пригласили и там мне что-то продемонстрировали? Я 5 раз звонил прокурору и не мог прийти, хотя я мог не свидетельствовать себя, не давать никаких объяснений и показаний, не предоставлять оружие для экспертизы, чтобы вы могли удостовериться, действительно я принимал в этом участие или нет. И вы говорите, что вы меня пригласили и потом дали. Где такое видано было, что звонил прокурору, и прокурор скрывается, не поднимает телефонный трубку и не может встретиться на более суток. Не может встретиться с депутатом, в отношении которого произведена вот такая клевета на государственном абхазском телевидении. Вас спрашиваю как прокурора, вы считаете, если это сделано законно, значит я уже логически сам, не задая вопрос вам, воспроизведу его. Раз вы считали, что это все действия законны, значит вы не предприняли никаких действий в отношении нижестоящего прокурора, исходя из ваших прямых конституционных полномочий и той клятвы, которую вы приносили здесь в здании парламента при назначении вас на должность. А конкретно клянусь соблюдать при исполнении прокурора Конституцию, защищать права граждан и законные интересы общества и государства и законы Республики Абхазия. Вы не предприняли никаких действий в отношении пресечения конкретных грубых нарушений со стороны нижестоящего прокурора. Вы какие до сегодняшнего дня, вы предприняли какие действия? Я вам отвечу на этот вопрос. Ответьте. Я не предпринял этих действий, потому что я не вижу нарушений. Все, Да. никаких Я вопросов. их не предпринял. Спасибо Но большое за ответ. дальше, если вы мне позволите, я хочу добавить. Дальше. Можете, конечно, Да, я договорить. хочу Можно добавить. задать вопрос? Можно задать вопрос? У меня вопроса больше нет. Мы сейчас перейдем. Один вопрос можно задать? Да. Вопрос задайте его, дайте договорить. Я Можно хочу задам кое-что вопрос? прокомментировать, если можно. Спасибо, Каха Заурович, что вы мне разрешили. А то я забыла у вас спросить. Человек хочет ответить. Каха Заурович, спасибо. Я не говорю, что... Ответьте. Можно я задам вопрос? Вот лично меня, как женщину, это было также в средствах на Фейсбуке было написано, что это было празднование дня рождения. Ну да, так случилось, что это был мой день рождения, мы все сидели. Я хочу сказать о том, что я, уважаемые коллеги или друзья и уважаемая прокуратура, ну вот я хочу просто сказать, основополагающим в Конституции мы много говорим, но просто одно самое важное в Конституции написано. Уважаемая Саида Рушнина, я вас уважаю, здесь присутствует судья, исполняющий обязанности Верховного суда. Презумпцию невиновности кто-то в нашем государстве отменял?
Я просто хочу понять презумпцию, я еще раз камеры всех, и у абхазского телевидения, я считаю, уважаемый Верховный суд, я вас прошу, обращаюсь к вам лично, по Ирине Агрба у меня конкретные претензии, вот я заявляю в присутствии всех, чтобы вы разобрались, а прокуратура, я вам напишу, вы сегодня даете на абхазское телевидение репортаж, при котором попирается основное правило, мое личное. Презумпция невиновности. Послушайте, я не обязана доказывать, что я не виновата. Вы докажите, что я виновата. Но когда вы докажете, я согласна прийти туда, где вы это докажете. Когда вы, уважаемый прокурор, я хочу сказать вам лично, читали и зачитывали, вот знаете, я не смотрю абхазское телевидение, но в этот день, как назло, я посмотрела. Вы что себе позволяете? Вы даже не понимали. Вы увидели кадры, вы поняли? 2 секунды, Нукзар, подождите, Адгур Нукзарович, я вас попрошу не перебивать. Диалог в таком Вы формате подождите. не пойдет дальше, Нет, знаете? да что вы Что говорите? мы себе позволяем? Да что вы Мы действуем в рамках закона. Какого закона? А если депутат Который парламента интерпретируется, как считает, вам нужно? что его права нарушены, Подождите, он Адгур может их Нукзарович, обжаловать. прекратите меня перебивать. Прекратите. Я и не только 2 обжаловать. секунды, прекратите Я могу и меня вопрос перебивать. поставить о вашей некомпетентности, полному Вполне. недоверию к вам и Но я прокурору хочу города. сказать, как И мне- несоответствие занимаемой вами А я вам должности. добавлю, что Адгур у Нукзарович, прокуратуры, хотите потом вот у добавить? меня Адгур лично, Нукзарович, я просто хочу вам понять. накопилось очень много вопросов, уважаемый Нет, я депутат. Адгур Нукзарович. Вам. Да, да, Адгур И вы Нукзарович. успешно, прикрывая своей неприкосновенностью, Да вы что? очень часто Вы выступаете сейчас и позволяете оскорбляете себе- Не, прокуратуру. вы и здесь клевету осуществляете. Что вы А где знали? вы? А почему вы меня вызывали куда-то? Я Я чем вас прикрывался? вызову тогда, Вы когда здесь посчитаю совершаете нужным. преступление. Что мы сегодня обсуждаем? У нас опрос прокурора и генерального прокурора, выяснение отношений между собой, взаимные оскорбления. Я думаю, депутаты парламента и генеральный прокурор и прокурор города в таком формате общаться не должны. Есть полномочные органы, есть суд. Валерий Владимирович об этом сказал, что я буду использовать все законные методы, и мы должны общаться в этом формате. Создали невероятный ажиотаж, общественный резонанс по поводу стрелял депутат, да стреляют все в Абхазии. И депутаты, и не депутаты. И я не знаю, кого мы это оскорбило, если даже это было, если я это даже сделал. Вот если я даже произнес, я не считаю, что я праздник, радовались, стрелял, День Победы, День рождения, свадьбы, стреляют все. Но здесь же мы видим очевидно, что есть некий политический контекст, умышленное совершение действий по дискредитации. Нас может оскорбить то, что депутат парламента может стрелять на территории автостоянки парламента. Не в День Победы, а в любой другой день. Или в День Победы, или в любом другом месте. Это номер 1. Номер 2. Я не говорил в полной мере о взаимных оскорблениях. Вы сказали в своей речи по отношению к прокурору города Сухум, что уже понятно, что вы его оклеветали. Хочу напомнить о презумпции невиновности, о которой говорила Наталья Викторовна. Да, я вам говорю. Уже понятно, что вы меня оклеветали. Да. Мы прокуратуре задавали вопросы. Да, мы стоим на стороне своих коллег всегда в большей мере. Об этом свидетельствует и то, что мы не рассматриваем вопрос о снятии неприкосновенности с наших коллег. И этот вопрос не детонируем. Да. Такой вопрос впоследствии будет стоять, его рассматривают. Но мы этот вопрос не ставим. Я знаю, в СМИ могу детонировать, но я таким не занимаюсь. Слушай, это не игра не по моим правилам. Я не занимаюсь. Да. Я, в отличие от некоторых, в СМИ через день не хожу. От некоторых. Было дано заявление мною как депутата парламента всем СМИ о том, что выступление по абхазскому государственному телевидению с обвинением было сфабриковано, являлось ложью и клеветой. Я ответственно это заявляю. И с чем я это связывал, я просто почему повторяю свое заявление здесь. Прошу прощения, почему я повторяю свое заявление здесь. Это связано с политическими репрессиями, на мой взгляд. Мой вопрос в том, что в тот день, когда Валерий Владимирович давал пресс-конференцию, я делал свое заявление, на абхазском государственном телевидении отрезками по несколько секунд его показали. Хотя выступление прокурора города показали целиком и полностью. Сбор урожая хурмы в наших районах показывают полностью около часа.
что за, мне хочется задать вопрос, шибко умные цензоры находятся на абхазском телевидении, которые вот так вот разделяют особо важную информацию, на их взгляд. Вот мне интересно, кто так разделяет. И как же абхазское телевидение может не отражать мнение народных избранников? Лучше про хурму, чем про стрельбу. Лучше знаете, что про то, что творится вакханалия и правовой беспредел, отражать. И своевременно, если обращать внимание правовыми методами на доведение, на самоубийство с элементами садизма, на расстрел молодых людей якобы в перестрелке, по нашей информации. Я имею на это право так говорить, как депутат. Доказывать должны компетентные органы. Дальше была стрельба недавно, через 2 дня только информация появилась, в людей была стрельба. Ну, после инцидента с криминальным авторитетом, это после уже, когда стояла группа граждан села Нижняя Ишера, в них велась стрельба. Явно не криминальные элементы там стояли. Нет, не сотрудники милиции. Я говорю о том, что информация подалась через 2 дня только. Здесь приоритеты как расставляются. Вот в чем вопрос. Спасибо. Это мое мнение, на которое я имею право. Нет, нет, абсолютно. Заблуждение ввело, заявление прокуратуры в заблуждение ввело всю Абхазию. На основании чего ты это говоришь? Что в заблуждение ввело? Что это ложь и клевета, слушай, что Валерий Агрба стрелял. Валерий Ильич, а вы сессию собрали для того, чтобы комментировали и ругались, для этого собрали. Правильно? По большому-то счету. Можно слово? Дело в том, что я прошу извинить. Нам, конечно, неприятно. Здесь все взрослые люди, и кто слушает, и наши коллеги, понятно, это неприятные вещи, и разворачивать как гонение за кем-то, стрельбу или и так далее, это, я считаю, что неправильно, ни с одной, ни с другой стороны. Это вообще нас всех, честно говоря, ставит в некрасивую ситуацию, именно депутатов парламента. Вот. И хочу сказать, что понятно, что происходит. Вольница тихо-тихо заканчивается. Мы, естественно, не хотим, чтобы вольница заканчивалась. Ну, Наталья Викторовна, пусть каждый как бы понимает, как он хочет понять. Дело в том, что я, например, послушайте, я, например, никого не хочу винить. Есть некоторые вещи, где можно подойти к вопросам по-человечески, воспринять по-разному. Но хотелось бы, чтобы мы в парламенте, депутаты парламента, все-таки за нами люди смотрят. Поймите правильно, нас избрали, мы представители. Все-таки по нашему поведению, Наталья Викторовна, я отдельно вам... Я хочу понять, что я такого Потом... себе позволила, что меня можно обвинять без... Я не вас имею в виду. Давайте выслушаем. Я не вас имею в виду, я имею в виду вообще по стране. Неважно, это начиная от... Да, мы должны закончить вольницу. Да, и самое главное, что, если вы помните, мы здесь говорили, и многие не поддержали, вот, наоборот, поддержали предложение Рауля Валерьевича о ношении оружия. И нам надо прийти к этому вопросу и заканчивать этот вопрос на ношение оружия. Надо глобально подходить. Не к тому, не к Табагу конкретно, почему у него там есть, или к кому-то другому. Сейчас не хочу никого называть, чтобы, ради бога, никого не обижать, но заканчивать это надо. А заканчивать это нужно не депутаты парламента в первую очередь, никто другой в стране не должен носить оружие. Неважно, это какой-то конкретный случай. Когда носишь оружие, там и пострелять хочется, и так далее. Не обязательно кого-то, я извиняюсь, убивать. Ну, есть разные вещи. И поэтому давайте к этим вопросам подходить глобально. Не по конкретному, а глобально подходить и запретить ношение оружия. А то, что, я вам хочу сказать, что, что, предположим, депутаты парламента несут особую ответственность в
в отличие от обычных граждан. Так как мы особо имеем право по закону, чтобы нас никто не может тронуть, мы должны в соответствии с этим тоже нести определенную ответственность. И отвечать как бы перед населением. Мы должны быть каким-то определенным примером. То, чего не могут позволить там другие люди, мы не можем, к сожалению, позволить. Я бы призвал бы как бы на этом, вот давайте продолжим и не будем вот здесь устраивать, как говорится, вот... Я, конечно, очень извиняюсь, но мы уже 2 часа сессия длится и немножко напоминает какие-то личные разборки кого-то зачем-то с кем-то. Я бы предложил выслушать генерального прокурора и министра внутренних дел по всем резонансным нынешним делам, обсудить их, на какой стадии находится расследование. Мы за что пришли? За инцидент 30 сентября, в который мы здесь заседали. Я еще раз говорю, Дмитрий Сергеевич, лично у меня никаких чисто человеческих претензий нет. Более того, у нас в разное время, разные отношения друг к другу были. Иногда ругались, иногда ссорились, иногда здоровались. Но это как все нормальные люди ссорятся, мерятся и так далее. Честно говоря, какие-то вещи до этого, что он там проводил, ну, где-то было, может быть, и мне импонировало. Но при всем при этом почему-то это всегда однобоко происходит, только в одну сторону. Понимаете? Нету объективности во всем. Мы пришли за вопрос ветеранов. Мы почему-то начали уходить от этого вопроса. Мы пришли за те преступления, которые произошли в Гаграх. Мы же о чем говорим? О том, что был там насильственно избит, не избит молодой парень, повесился, там, повесили, сам повесился. Я не могу сейчас оценки давать. Но вместо того, чтобы разобраться там, понимаете, и прокуратуре, и, там, и министру МВД, то есть они пошли дальше, они даже не отстранили тех людей, которые фигурировали в этом. Более того, там клич бросили, что надо вообще убивать и стрелять. Слушайте, дорогие мои, этим ребятам, кого вы застрелили, там, повесили, кто кого повесил, я не знаю, но по сколько лет было? По 20 лет, правильно? Давайте скажем, 6 лет назад сколько им было? По 14, по 15 лет. За эти 6 лет, господа, которые в оппозиции были, вы что их, чему их учили? К митингам, как его, к покрышкам жжения, закрыть, как его, дороги, взятие там, штурмом МВД. Вот чему мы учили этих детей, слушайте. Вместо того, чтобы мы этим детям как-то поставить на путь истины, мы их начали отстреливать, я не знаю, вешать, еще что-то. Ребята, так дело не пойдет, вора. И, пожалуйста, вернитесь к обсуждению тех именно реальных вопросов, за что мы пришли. Вы как-то начали уходить. Если нет, если мы не поймем, где что делать, у нас есть и другие, значит, вещи, как мы можем выразить возмущение и так далее. Но вот здесь вернитесь к самому основному вопросу, за что мы сюда пришли. Давайте выслушаем друг друга, и разборки здесь между депутатами устраивать не надо. Законно и обоснованно наш коллега ставит вопросы, да? Реакция некоторых органов власти здесь и подход к ним очень разный, выборочный. Что мы об этом не знаем? Для вас это сегодня секрет, да? Для многих. Для меня это не секрет. Есть свои, есть чужие. Хотите откровенный разговор? Будем говорить откровенно. Можем и здесь. Не было. Это не всегда так говорилось. Мы знаем, как вы говорили здесь. Не хочу сейчас приводить никаких у вас... О чем вы говорите? Я могу кучу примеров привести. Но мы хотим от этого уйти. Это очень важно. Да, это очень важно. Да, я скажу и по ветеранам, по всем вопросам, которые вас сегодня интересуют, по резонансным уголовным делам, я готов ответить на все вопросы. Что касается статистики преступлений, эта информация, она имеется у министра внутренних дел, я не буду это озвучивать. Относительно 2020, 2021 года, 2019 года, по категориям преступлений, какая была тогда, какие были показатели тогда и какие показатели сегодня. Я только знаю одно, что в десятки и более показатели стали меньше. То есть это свидетельствует о том, что работа сегодня
определенная проводится. Я не буду хвалить ни себя, ни сотрудников МВД, ни представителей СГБ. Что касается уголовного дела в Гагре, которое имело место быть. Уголовное дело, которое произошло, вот недавно произошло событие в городе Гагра в отношении, вот вы слышали, связанное с сотрудниками милиции. Значит, 16 ноября произошло это событие, и в ходе самообороны здесь очень часто употребляют такой термин, что произошло убийство, но со всей ответственностью заявляю вам, что я с первого дня был вовлечен в этот процесс. В городе Гагра возбудили уголовное дело, и в настоящее время проводятся следственные действия. Значит, у сотрудников милиции, управления уголовного розыска, Министерства внутренних дел и по Гагарскому району была информация о готовящемся преступлении в отношении их коллег. А именно, есть такой сотрудник Читанава и начальник уголовного розыска Шванба, который, один из них сегодня в настоящее время отстранен от работы. Это Читанава. Значит, у сотрудников милиции была информация, что граждане Кетия и Хагуш готовят убийство. Вот эта информация у них имелась. Более того, на сегодняшний день имеются СМС-сообщения, которые поступили в прокуратуру города Гагра, где мы видим, что они абсолютно добыты законным путем. И у нас имеются на сегодняшний день 2 записи из камер видеонаблюдения, о которых сегодня никто не знает и никто не видел, как происходило это событие. Имея такую информацию, сотрудники милиции, естественно, согласовали вопрос предотвратить это преступление, так как, естественно, касалось их коллеги, и нужно было как-то реагировать быстро. И 16 ноября Хагуш и Кетия, вооруженные огнестрельным оружием, гранатой F1, следовали по месту жительства сотрудника милиции Читанава. В это время готовилась спецоперация по их задержанию. У эстакады по въезду в город Гагра сотрудники милиции остановили их. Когда они вышли из маршрутного такси, на котором они следовали к месту жительства Читанава, сотрудники милиции на 3 автомашинах остановили Кетия и Хагуш с целью их задержания. Те сразу же вытащили оружие и стали угрожать им убийством. Какое оружие можно уточнить? Да, я уточню. У одного был револьвер «Наган», это у Хагуша. У другого был обрез двухствольный и граната F1. Сразу Кетия, погибший, вытащил гранату и схватился за кольцо. Это видно на камере. И в это время, естественно, сотрудники милиции, понимая, что есть угроза их жизни, и что им не представится возможным просто взять так, их задержать, с учетом того, что реальная угроза, она присутствовала, они стали их отпускать. Хагуш и Кетия стали удаляться. Удалившись на определенное расстояние от сотрудников милиции, никто из них, из сотрудников, не применил оружие. И в один из моментов, когда они отходили от сотрудников милиции, это отчетливо видно на камере. Хагуш, который сегодня находится в больнице, раненый в предплечье, произвел 3 выстрела из нагана в направлении сотрудников милиции, а именно Пабба и Хеция, которые находились в непосредственной близости от него. Это расстояние 15 метров. Это видно на камере. Когда это произошло, естественно, понимая, что есть угроза жизни сотрудников милиции, а я тоже именно так это оценил, и в соответствии с законом о милиции, в такой ситуации, когда есть реальная угроза жизни, в этот момент, когда были произведены выстрелы, сотрудники милиции также применили оружие. В результате один был ранен, другой скончался от полученных телесных повреждений. Значит, прокуратурой было возбуждено дело в отношении Хагуш, который сегодня остался в живых, в отношении другого Кетия в связи со смертью будет принято процессуальное решение. Я, как прокурор, считаю, что действия сотрудников милиции носят правовой характер. Это что касается этого, да, я отвечу. Вы сказали о том, что был отстранен от занимаемой должности один из сотрудников милиции в связи, в связи с этим убийством Читана, но Швамба, да? Нет, второй, начальник Швамба. Но вы же знаете, и это же даже то, о чем вы сейчас говорите, это официальная информация, она везде есть
на любом информагентстве. Но мы знаем, что эти ребята, это тоже официально, из мести говорили о том, что они готовили покушение сотрудников в связи там, с убийством, как они считают, их друга Атейба, который там истязали, избивали его, совершил там суицид, впоследствии скончался в больнице. По тому факту, почему не был привлечен к ответственности Швамба, хотя бы началась бы в отношении него процессуальная проверка. Может быть, тогда бы у них не было бы стимулов идти на какие-то противоправные действия в отношении сотрудников милиции. Это раз. Если бы вовремя вы отреагировали бы, не отстранили Швамба, а вот, не знаю, приняли какие-то конкретные процессуальные меры в отношении него. Даже сейчас вы не отстраняете его от должности. Подождите, сейчас я говорю. И еще один вопрос. В чем была необходимость сотрудников милиции, если вы сами говорите, что они убегали и, убегая, произвели выстрелы? Несколько дней их вели, сняли их с маршрутки, с маршрутного такси. В чем была необходимость открыть огонь на поражение с группой, специально организованной, с какой-то оперативной группой, задержать двух, не знаю, можно сказать, малолетних ребят? И почему вы возбудили вот официально, вот что вызывает возмущение в обществе? Почему прокуратура возбуждает уголовное дело в отношении этих одного потерпевшего, ну, раненого, который покушался, но не хотя бы не возбудили проверку на предмет превышения должностных полномочий или совершения сотрудниками правоохранительных органов противоправного действия? Вы не знаете, какие решения выносятся в прокуратуре. Вот вы сейчас громогласно заявляете, что законных решений не выносят. Это не так. Вы сегодня обладаете неправдивой информацией. Я не знаю, откуда у вас такие источники. Вот вы вот сейчас говорите и вводите людей в заблуждение. А я вам скажу, как есть на самом деле. СМИ публикуют. Откуда эту информацию? Генеральная прокуратура на сайте. Генеральная прокуратура, то, что публикует, я вам скажу, это так и есть. А вот многие, которые публикуют информацию, я не знаю, откуда они ее берут и черпают. Ко мне лично в прокуратуру никто не обращается за получением информации. Для объективности, понимаете? Я готов ответить. Дайте я отвечу. Как только гражданин Кетия, как вы говорите, вытащил гранату, он когда ее вытащил, он в метре был от сотрудников. Вот в этот момент... В этот момент его не застрелили, ему дали уйти. Уже в этот момент сотрудники милиции имели право стрелять. Да. А теперь дальше. Когда они отходили... Это другой разговор. Он в этот момент, вы сказали, ему дали уйти. Не надо. После он был Ему дали уйти, но ему не сказали, стреляй в нас в упор. Я вас услышал. Насколько было необходимо в рамках вот этого уголовного дела будет принято решение и в отношении сотрудников милиции тоже. На этом этапе мы не видим нарушений. Я вам заявляю, я вам говорю, я лично просматривал 2 видеозаписи. И у меня сложилось такое впечатление. Я не вижу там нарушений и превышения со стороны сотрудников милиции. Если кто-то знает больше, ради Бога, это ваше личное мнение. Наша оценка такая. По смерти Атейба в настоящее время уже более месяца возбуждено уголовное дело. В августе произошло убийство. Да. Ну а месяц назад мы возбудили дело. Если вы... С августа у нас проводилась проверка. Да, у нас... Конечно. В отношении 3 сотрудников милиции возбудили уголовное дело, оно находится на стадии предварительного производства. Сотрудниками МВД или там оперативниками Гагарского района по информации готовящихся покушения сформирована была группа, чтобы отреагировать на возможное покушение на сотрудников милиции. Если у этих сотрудников была информация, разве они были вправе сами заниматься такой сложной спецоперацией, так как это тоже молодые ребята, эти же сотрудники. И так как именно на них покушение готовилось, как мы понимаем, потому что они участвовали в избиении Атейба до этого. Как так получилось, что сотрудники СГБ этим вопросом не занимались? И если имели информацию, люди с гранатой, подвергая пассажиров, ездили с оружием на маршрутном транспорте, приехали в Гагу, где все это время находились наши спецслужбы, не пресекли такой тяжелый замысел покушения на сотрудников милиции, как вы здесь говорите. Эти вопросы кому можно адресовать? Даже в этом вы не видите никаких нарушений, что даже нет никаких, вот в этом, даже в их действиях нет нарушений, что предотвращали покушение
люди, на которых готовилось именно покушение. Несколько дней. Несколько дней причем. Как на эти вопросы можно ответить? Шванба, участник первого преступления, где забивали Атиба. Там он был не отстранен. Во-первых, Швамба не преступник и не участник никакого преступления. И в отношении него нет никакого дела. И я попрошу вот так не выражаться. Да. Что касается Швамба, более того, Швамба потерпевший. Инцидент произошел между сотрудниками Гагарского РОВД и ребятами. Но вот эти двое, они вообще не имели никакого отношения к этому инциденту. Они просто товарищи того Атиба, который повесился в камере. Так, теперь этой операцией руководил сотрудник управления Министерства внутренних дел. И он никакое отношение не имеет к Гагарскому РОВД. Он на себя взял ответственность, сформировал группу и проводил это мероприятие. По-другому предотвратить это преступление, на мой взгляд, может, какие-то методы существуют, но я считаю, что они действовали. Наша задача сказать сегодня, они действовали в рамках закона или нет. Мы говорим, что они действовали в рамках закона. Знаете, вот я вам просто скажу, если вас в упор будут стрелять, а вы будущий сотрудник милиции, как будете реагировать на это? А какие методы были другие какие? Да, и что? А что? Они ее реализовали же. Знаете, если они их с постели забрали бы теплыми, как вы говорите, у нас стал бы другой вопрос. А с чего вы взяли, что они готовили это покушение на убийство? И тогда вы нас пригласили бы сюда и сказали бы, вы некомпетентные. Вот что было бы. Независимо от того, сегодня погибли сотрудники милиции или погибли гражданские лица, это все граждане Абхазии. Я призываю наших коллег, давайте мы немного подумаем, и коллеги, в первую очередь, потому что мы задаем вопросы, и вас, как руководителя Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, прежде чем отвечать, я вас очень прошу, не поддавайтесь эмоциям. Вы вот сейчас позволили себе, извините, я с уважением к вам отношусь, не первый день мы с вами общаемся, но вы позволили себе сказать такую вещь. Если бы их взяли в свое время теплыми в постели, завтра возникли бы вопрос доказательства их вины, по готовности. Да. У меня сегодня, как у каждого из вас, сердце болит за погибших молодых людей. Завтра эта ситуация в Абхазии может вылиться в гораздо более серьезную. Мы все понимаем, к чему это может прийти. Но давайте думать, прежде чем мы что-то скажем. Все-таки у меня тоже вопрос возникает. Была ли возможность решить этот вопрос, предотвратить покушение на сотрудников органов милиции, сохранив жизнь этим молодым ребятам? Если мы сегодня говорим о том, что была предварительная информация, почему нельзя было подключить родственников, родителей, я не знаю. Минутку. Я не комментирую ничьи действия, не имею права комментировать действия сотрудников внутренних дел и органов прокуратуры. Но этот вопрос сегодня беспокоит население наше, слушай. Погибли двое молодых ребят. Ну неужели нельзя было создать ситуацию, когда мы их задержали бы в доме с родителями, где они могли не применить это оружие, да, какую-то, вот что беспокоит людей. Давайте, отвечая на эти вопросы, мы не профессионалы, возможно, мы их немного эмоционально формулируем, но вы профессионалы, вы будьте добры, не поддавайтесь эмоциям и объясните нам, что произошло, кто несет ответственность, что произошло с Атиба, ведется следствие, какие результаты из предварительного следствия, имеют ли отношение люди, участвовавшие в так называемом, не могу отрицать и подтвердить, избиении Атиба и последующих действиях к задержанию. Спокойно, хладнокровно объясните нам ситуацию, слушай. У меня просьба к вам. Мне интересно разобраться и понять, значит, нюанс, вот в чем вообще было. Мы задаем вопросы, не даем им сказать одни и те же потом вопросы эмоционально. Понятно, у всех душа болит. Я вас прошу, давайте выслушаем их, пусть они нам скажут, мы еще зададим вопросы и придем как-то к чему-то уже, наверное.
3 часа сидим вокруг да около ходим. Валерий Ремеевич, просьба вас вообще чуть вести эту сессию. Естественно, произошла трагическая ситуация. Это молодые ребята, которые должны были жить и жить. Но я хочу рассказать, как это все происходило. Во-первых, эти молодые ребята неоднократно судимые, даже в свой юный возраст. То есть рецидивисты, по тяжким статьям. В 2020 году непосредственно Кетя при грабеже отдыхающих сотрудники милиции начали задерживать, где он пытался ударить ножом сотрудника милиции. Я вам просто хочу объяснить, что да, я понимаю, что молодые люди и все, но это совершеннолетние молодые люди, которые, естественно, не должны были в такой трагической ситуации погибнуть, а должны были пользу приносить нашей стране. Да, нам поступила информация о том, что готовится покушение на сотрудников милиции. Мы могли использовать, правильно тут было замечено, спецподразделения. Есть и СОБР, есть и ЦСН, которые непосредственно участвуют в данных мероприятиях. Там большой круг лиц. Мы не знали непосредственно кто. Это долго имя обсуждалось, кто будет непосредственно совершать данное преступление. Мною в Гаграх было послано 2 моих заместителей министра внутренних дел, которые непосредственно встретились с родственниками Атиба и разговаривали на предмет того, чтобы урегулировать данный вопрос в спокойном русле, в законном русле. Это было сделано нами. Есть 2 заместителя внутренних дел, вы можете их пригласить сюда, спросить, как беседа произошла и все остальное. Когда планировалось уже непосредственно покушение, она планировалась несколько раз. Оно не за один раз планировалось. Оно то отменялось по каким-то ихним причинам, то не могли они на это решиться или еще что-то. Чтобы прийти домой и задержать человека, я должен знать, кого задерживать в первую очередь. Еще раз поясняю, что круг очень большой. Да, до нас доходили слухи, что будут какие-то акты мести. Поэтому мы разговаривали непосредственно с родственниками погибшего. Мы не знали, что это будут делать друзья или знакомые. Когда данное преступление обсуждалось, а оно обсуждалось за сутки, уже непосредственно подготовка к преступлению, там была вся переписка. Какая ихняя роль была там выполнялась. То есть гражданин Кетя должен был с обреза выстрелить в голову замначальнику УВД города Сухум, а второй, который сейчас находится раненый, должен был его добить. Я вам говорю сейчас все, что есть в переписке. Все, чем, дайте мне сказать, все, чем они намеревались сделать, все находилось при них. На задержание пошли сотрудники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками, которые находятся в Гагрском РУВД, не с отстраненными сотрудниками. Они имеют стаж, которые руководили операцией 15 и выше лет, 20 лет. Там не было совсем рядовых сотрудников, которые шли на данное задержание. Естественно, что в данный период, когда они пошли на задержание, в момент уже генеральный прокурор прокомментировал то, что задержание происходило в особо опасных условиях для жизни и окружающих, и сотрудников органов внутренних дел. Да, была применена сила, применено оружие в соответствии с законом о милиции. Соответствующая правовая оценка будет дана Генеральной прокуратуре сотрудников милиции. Но если вы, когда уже это уголовное дело будет озвучено и все будет опубликовано, почитайте, как там шла переписка и с какими подробностями, что там обсуждался даже вопрос, что когда он детей ведет в школу, чтобы совершилось это преступление. Вы извините меня, для меня преступники все одинаковые. Я здесь не знаю, мне сказали, что я с кем-то, кого-то выбираю, кого-то не выбираю. Ну, говорите, пожалуйста, по фактам, я уже отвечу на эти факты по поводу выбора. Но когда сотруднику милиции угрожает опасность, и если мы на это не будем реагировать, я считаю, что это неправильно в первую очередь. Да, я послал управление уголовного розыска в Гагру, которое находилось там не один день, а несколько дней, потому что мы не знали именно день, когда будет совершаться преступление. Спецназ, чтобы выехал с города Сухум или с Варчи, понадобится ему до 3 часов. То есть они должны собраться, обмундироваться, соответственно, должны получить приказ и выехать туда. Но всю жизнь сотрудники органов внутренних дел, управления уголовного розыска задерживали сами преступников, где это непосредственно происходил между ними контакт.
На то эти полномочия им даны законом. Если бы за грабеж и сопротивление сотрудников милиции товарищ Кетя получил бы не 3 с чем-то условно, а получил бы реальный срок, эти ребята были бы сейчас живы и, может быть, исправились бы и пошли бы по другому пути. Но, к сожалению, наш суд дал им условный срок. Я не знаю, когда рецидивистам дают сроки условные, это уже не мне давать оценку, уже судьям. Некоторых вообще, я понимаю, некоторых вообще опускают. То этого бы не произошло. Но эти ребята имеют несколько судимостей. Они для нас рецидивисты и особо опасные преступники. И изначально обсуждалось из состава вместе, поэтому я своих заместителей послал переговорить с родственниками Атиба. Только из-за этого они приехали в Гагру и разговаривали с ними. То есть это все последствия всего. Но мы не можем заранее реагировать. Много чего люди могут между собой обсуждать, что я им могу не нравиться, вы им можете не нравиться и какие-то. Но мы действуем по факту преступления. Мы знаем, что готовятся, например, разбойные нападения. Вот разные разбойные нападения. Мы не можем заранее их задерживать. Мы устраиваем засады и на месте преступления пытаемся задержать, предотвращать, когда мы видим, что если у них с собой оружие, если они возят, мы, естественно, раньше реагируем и задерживаем данных лиц, чтобы предотвратить. Если есть еще тут несколько, я, насколько знаю, преступлений как бы интересовалось, есть вопросы, я готов ответить. Вас не настораживает и генерального прокурора то, что именно в Гагре кто избивает российскую... Нет, вы знаете, подождите. Кто-то вешается там. Гражданин Атыба тоже была попытка суицида за 2 года до этого. В Цантрибском РОВД, я тогда, извините меня, министром внутренних дел не был. Я вам говорю это, прежде чем обвинять сотрудников, возбуждено уголовное дело. Виноваты? Будут сидеть. Неправильно применили оружие, будут нести ответственность по всей строгости закона. Меня это очень сильно настораживает. Но меня настораживает то же самое, что идет открытая борьба с правоохранительной системой. Вот это меня, как министра внутренних дел, тоже настораживает. Потому что вместо того, чтобы нам заниматься своей работой, я занимаюсь политикой уже 2 месяца. По поводу 30 сентября тоже хочу высказаться. Я уже высказался официально по поводу 30 сентября, принес свои извинения именно ветеранам, свои извинения принес. И прокуратура дала свою правовую оценку. Я специально самоустранился ровно на месяц, чтобы никто не думал, что я влияю на Генеральную прокуратуру или на следственные мероприятия. Я ни в парламент не приходил, ни на работу ни один раз не приходил, а просто выслушал свой вердикт по телевизору. И ни на кого не давлел, и влияния ни на кого не оказывал. Что произошло 30 сентября, не должно было произойти. Я уже за это извинился, так как являюсь сыном тоже ветерана, а не дезертира. И что такое ветеран, я тоже знаю. И понимаю это. Поэтому я считаю, что перед взрослыми людьми мне не стыдно было извиниться. Они ровесники моего отца. Касаемо то, что тут задался вопрос, еще я хочу сразу ответить. По поводу покушения на так называемого вора в законе Тенгуляши Тенгиза Лакербая. Тут задавался этот вопрос, я слышал. Я сразу хочу на него ответить. Ни одного заявления от родственников, от самого потерпевшего нам никто не дал, сколько бы мы ни просили. Не дали нам осмотреть камеры, сказали, что они не работают. Поступил сигнал в милицию только после того, когда был доставлен гражданин Кулбай с огнестрельным ранением в республиканскую больницу. Тоже нам не дал пояснения по этому поводу. Почему гражданами не вызвана была милиция, а сами пытались перекрыть дороги, для меня это непонятно. Для меня, по моей информации, перекрывали дороги это предшественники и помощники так называемого вора в законе. Но сейчас, когда я сюда заходил, сказал, подождите. Да. А при чем тут пост? А при чем тут пост? Тут пост ни при чем, это пост ГАИ. Да. Надо было вызвать милицию, а не перекрывать ради вора в закона дороги. Надо было милицию вызвать. Да, слушай. Что я не понял? Я вам не обязан вообще отвечать сейчас. Валерий Ремейевич, выведите всю прессу, пожалуйста, отсюда. Выведите прессу отсюда.